Шутовская свадьба, корабль дураков, прыгающие лягушки, безумствующие попы, ведьмы, колдуны. Обычные будние дни студенты Института исторического и правового образования День синей рыбы превратили в веселый праздник. Тематическое оформление коридоров и залов, пространство игры, измененные местами вверх и вниз, герои вывернуты наизнанку одежде, ребята в женских одеждах и наоборот создали атмосферу традиций Западной Европы. В Средневековье одевались вот в такую одежду, просто мы одеты вот неправильно, вот видите, я рясу, получается, одел заново наоборот, у меня тут капюшон внутри, потому что он должен быть наоборот, он шиворот на выворот одет. Праздник начался с крика петуха. Братья Раш и Туш, поп-дринк, благословили жениха и невесту и их дурацкой свадьбы. После бракосочетания гости поздравили молодоженов и отправились в путешествие на корабле дураков в страну Глупляндию. На первом этаже, как в мрачном темном царстве, возле камина все дымило и парило. Конечно, ведь ведьмы и колдуны здесь исцеляли людей от недугов, неподвластных медицине. Дрова надо, что-то растопить! День апрельского дурака закончился кражей символа игры синей рыбы, цвет которой западноевропейской истории обозначал обман. От веселого шумного мероприятия участники и гости получили большое удовольствие и отдохнули от повседневной суеты. Студенты организовали праздник под руководством заведующей лабораторией методологии и методов гуманитарных исследований Института исторического и правового образования Татьяны Леоновой, и проводился он не впервые. Значение игры, начиная с глубокой древности, очень было высоко, и даже считают, что все предшествующие нашей цивилизации были играющими. Потому что даже церковь предусматривала, что есть дни для увеселения, есть дни для работы. И вот если говорить о практике Западной Европы, а мы праздник дурака в Западной Европе проиграли, то там шли дурацкие праздники, начиная с 1 января и до Пасхи. То есть мы как раз попадаем под эти праздники. А праздник апрельского дурака или праздник синей рыбы, который у нас висит, это был праздник, который праздновали даже не один день, а 3. 1, 2 и 3, потому что специальные корпорации шутов готовили долгий праздник. Традиция праздновать День смеха появилась во Франции еще в XVI веке и по сей день не потеряла свою актуальность, ведь жить с юмором намного легче и приятнее.